В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит» и я, ведущий Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в гостях программный инженер Хайпарка Грозненского нефтяного технического университета Дени Баршигов и генеральный директор организации «Латта Скай» Тамерлан Мусостов. Маршал Илще. Дени, расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Хайпарк, чем там занимаются? Хайпарк — это парк высоких технологий в ГГНТУ, но там расположена университетская стартап-студия. И вот в этой самой университетской стартап-студии есть множество разных стартапов, одним из которых руководит мой друг, а также есть центр прототипирования, где я, собственно, и работаю программным инженером. Ну, вот люди, которые там работают, как они вот это реализуют, кто им помогает? Они сами приходят со своими идеями или как это вообще происходит? Да, многие студенты сами приходят со своими идеями и создаются стартапы, которые финансируются в будущем грантами. То есть эти стартапы проходят различные этапы финансирования, и руководясь студентами, эти стартапы в будущем выходят на какую-то продажу, на следующий этап своего развития. Также есть множество стартапов, которые создались изначально изнутри самой университетской стартап-студии, а студенты находились как генеральные директора, которые будут руководить этими стартап-студиями Хайпарка. Это очень перспективное дело, во-первых, для самих студентов. Они могут развить свою идею, создать стартап, который в будущем будет приносить доход. А также для тех людей, которые будут работать наемными работниками в этом стартапе, будут развивать свои навыки коммуникации, навыки непосредственной работы. Хорошо. Тамерлан, расскажи, пожалуйста, про свой стартап. Да, как раз он сказал, что внутри университетской стартап-студии бывают идеи, которые уже дают студентам на развитие, предлагают такую должность, как генеральный директор. Я являюсь одним из таких генеральных директоров. Наша компания, наша организация Латта Скай занимается разработкой программного обеспечения для виртуальной реальности, где операторы дронов смогут научиться управлять самими дронами. Это сейчас очень перспективно, поэтому вот где-то в сентябре мы получили грант, наша компания получила грант в размере 1 миллиона рублей и начали разработку с открытием компании, это Латта Скай, и дальнейшей разработкой программного обеспечения. И вот так у нас в Хайпарке дают место, чтобы работать, офисы есть, и дают возможность реализовать себя в этом бизнесе. Вообще, откуда вообще взялось вот это название Латта Скай? Латта Скай — это очень банальное название, если подумать, там чеченское название земли — это лат, и также на английском небо Sky. Просто взяли два слова, как и все, впрочем, названия таких компаний создаются, это берут слова очевидные. Интересно, на самом деле, получилось. Если вы готовы, давайте мы перейдем к нашей игре. У нас есть 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50 и право на ошибку. Звонок другу. Ну ладно. И первый наш вопрос звучит так. Что символизирует белый цвет на флаге Чеченской Республики? Чистоту веры, справедливость, белые орлиные крылья, стремление к миру и добрые помыслы. Ну, как по мне, белый цвет вряд ли будет символизировать какие-то конкретные вещи, как, например, орлиные крылья. Поэтому сразу думаю, отметаем этот вариант. Насчет справедливости, ну, не думаю, что есть какая-то связь между белым цветом и справедливостью. Белый цвет — это скорее к добру. То есть вариант D более близкий. А насчет чистоты веры, как думаешь? Чистота веры. Но я не уверен, у нас между А и Д чеченский флаг подразумевается как издавна происходит, чтобы там вкладывался смысл, что чистота веры. Думаю, для этого не только белый цвет подходит, а мир, добро, это связано с белым цветом, с голубем белым, который несет добро. Кстати, голубь — это символ еще и справедливости, нет? Или я путаю? Нет?
Я не припоминаю. Можно D выбрать. В варианте D – стремление к миру и Ответ D. добрые помыслы. Да. Все полосы главного символа республики, зеленый, белый и красный, являются традиционными цветами Чеченской республики, а золотой орнамент – национальным, который обозначает верность и богатство. Орнамент нанесен на вертикальную белую полосу шириной 15 сантиметров. Белый цвет находится посередине зеленого и красного, она в ширину всего 10 сантиметров и обозначает стремление к миру и добрый помысл. Это абсолютно верный ответ. И следующий вопрос. Доктором каких наук был академик Миллионщиков? Геолога минералогических, технических, химических, физико-математических. Ну, точно не физико-математических. Насчет... Ну, сам нефтяной технический университет – это в первую очередь нефтяной университет. То есть создавался как университет нефтепромысла, который готовит специалистов в этой сфере. А именно к этим двум направлениям относятся варианты А и С – геолога минералических и химических. А еще насчет технических. Нефтяной технический университет – это же все-таки технический университет. Может, все-таки... Кстати, да, может быть, это вопрос с подвохом, и тут пытаются нас обмануть. Нет, нас обмануть, скорее всего, не пытаются, но я просто не помню, что слышал. Ну, второй вопрос вряд ли с подвохом будет. Да? Это, возможно, там где-то в конце. Ага. Хорошо. Я не помню, что слышал геолога минералогических. Ну, такое слово вообще в своей жизни. А я думаю, что слышал бы его, когда называют наш университет, полное имя нашего Ну, раз мы университета. точного ответа не знаем, единственная зацепка — это наш сам университет, можем ответить. Ну да, В? В, да. Технический. Ну, точнее, Б, технических. Технических. Да, технический. технических. Я думаю, вы понимаете, что этот вопрос я неспроста поставил, поскольку вы являетесь студентами. Да. Михаил Миллионщиков прожил недолгую, но яркую жизнь, обладая исключительной широтой научных интересов. Миллионщиков, инженер-нефтяник по образованию, внес большой вклад в развитие многих областей науки – аэро- и гидродинамики, прикладной физики, ядерной энергетики. Является доктором технических наук. Это абсолютно верный ответ. И в 1973 году Грозненскому нефтяному техническому университету присвоено имя его выпускника, академика Миллионщикова. Yes. Третий вопрос. По мнению Абузара Айдамирова, на каких столпах зиждется будущее нации? Просвещение, здравоохранение, культура и экономика, демократия, просвещение и культура, просвещение и семья, семья. Ну, я читал книги Абузара Айдамирова, и в некоторых его книгах действительно наблюдаются какие-то отсылки к демократии, ну, более политические все-таки помыслы там наблюдаются. Но не думаю, что он внес слово «демократия» в свои столпы, на которых зиждется будущее нации. Абузар Айдамиров был огромным сторонником просвещения. Для него самое главное это было просвещение, то есть образование. Но слово просвещение есть в 3 вариантах ответа. 3. Ну, точно не D, точно не семья, потому что... Ну, если не семья, то можно и С исключить. Просвещение и семья. Написано, на каких столпах обычно подразумевается 3 столпа. Так, культура. Абузар Айдамиров также был огромным сторонником развития культуры, чеченской культуры. Он любил ее и восхваливал в своих произведениях. То есть слово «культура» тоже, я думаю, обязательно должно входить в ответ. То есть у нас выбор между А и В. Здравоохранение. Если честно, у меня нет никакой ассоциации в голове между Абузаром Айдамировым и здравоохранением. Также экономикой. Учитывая опыт прочтения его произведений, я скорее ссылаюсь на вариант Б, на демократию, просвещение и культуру. Он же также был советским человеком, поэтому какие-то политические лозунги, какие-то политические высказывания у него должны были быть. Но Как ты думаешь? Будущее нации. нужно понимать, что он жил в Советском Союзе, И там где демократия не... Демократия была, да, у него Там демократия коммунизм был, там все. Коммунизм строится на равенстве, на власть... нет, там же не демократия, демократия это власть народа, а Советский Союз это власть партии, власть большевиков. Но мне почему-то чуйка подсказывает, что Власть первое. советов, вся власть советом. Возможно, да,
первый вариант. Если смотреть в контексте тех времен, то просвещение, здравоохранение, где акцент ставился в СССРские времена, культура, экономика очень звучит. Звучит правдеподобно, да. Ну и правда же. Что? Естественно, это правда, но нам нужно именно мнение Абузара Айдамирова. Но я думаю, что он выделял именно эти аспекты жизни общества, как в первую очередь просвещение, культура, но также и здравоохранение и, что немаловажно, экономика. Вариант А? Вариант А. Абузар Айдамиров был убежден, что любое общество зиждется на 4 столпах – просвещении, здоровье, культуре и экономике. Но самой главной основой из них является просвещение, от которого зависят все остальные. Он написал, что, к сожалению, у нас никогда не было культа учебы, даже в фольклоре ценится только лишь мужество, сила и отвага. Отсюда и недостаточный уровень общественного сознания. Вот почему чеченцев легко вовлечь в любую авантюру. Поэтому главную причину перманентных трагедий чеченского народа видел в недостаточном уровне образованности. Это верный ответ. Да, это главная мысль его произведений, как я вынес из них. И 4 вопрос. Чем окропляли основания для строительства башни в старину? Кровью жертвенного животного, молочной сывороткой, говяжьим бульоном, медом. Не думаю, что медом. Мед. А почему нет для счастливой жизни? Ну, мед. Представим, Да, даже что есть мы... поговорка, чтобы этот род мед кушал. Он у чеченцев. Мозда обетовал. Есть такое. Говяжий бульон. Сомневаюсь, что говяжий бульон. Кровь жертвенного животного. Очень правдоподобный вариант. Молочная сыворотка, муарз. Тоже возможно, но не так сильно. Ты как думаешь? Может, подумаем логически. Это же все-таки Логически. строительство. Какой-то Так, смысл строительство. должен быть в этом. Что приходит на ум? Это еще не последний вопрос, так что я пока не ищу подвоха. Не знаю, ну звучит, если это какой-то обряд, что-то, то банальным кажется жертвенного животного кровь. Но почему молочная сыворотка, говяжий бульон? Еда. Может, может, какой-то смысл все-таки был. Там же именно 3 варианта съедобных, а один несъедобный вариант. Может, скорее, съедобный вариант. То есть окропляли съедобной, именно чем-то съедобным, чтобы в этой башне, в этом доме всегда была еда. Возможно, такой смысл был. А может, смысла вообще не было. Кто знает их. Ну, выбирай ты, я думаю. давай ответим А, потому что у нас по другим ответам никаких предположений нет, кроме там мозда. Да. Да, отвечаем. Ответ А. Строительству предшествовало магическое действие. Сначала проверяли благоприятность места, затем приносили в жертву животное, часто овцу, но зажиточные семьи могли и быка. И кровью жертвенного животного окропляли основания. Абсолютно верный ответ. После произносили уже молитву, и уважаемый в селении человек, обладавший, по мнению односельчан, счастливой рукой, прикасался к укладываемому в основании первому камню и благословлял начало работ. 5 вопрос. Как называется национальный эпос чеченцев? Нарский, Калевала, слово о полку Игореве, Алонхо. Насчет Аланхо. Я слышал это слово всего один раз в треке исполнителя Локи Мин, и я после этого пошел, погуглил, оказывается, это национальный эпос якутов, то есть точно не Аланхо. Калевала. Никогда не слышал это слово прежде. Слово о полку Игореве, очевидно, что это национальный эпос русского народа. А нардский эпос, это традиционный кавказский эпос, но также относится и к чеченцам. У нас тоже в фольклоре есть так называемые нарты, то есть титаны. Нардский эпос, я думаю, тут очевидно. Да, мне больше нечего прибавить. Сказания нарта есть у всех горских народов, как ты сказал, Дени, в частности и у чеченцев, и по внутреннему содержанию сказания о нартах философский, глубокомысленный. Нартский эпос поныне существует в устной, прозаичной и песенной формах. Yes. Как называется башенная оборонительная система раннего Средневековья, представлявшая собой цепь сигнально-сторожевых башен? Великая сигнальная система, система раннего оповещения, сигнальная система передачи команд, система зажигания огня.
Ты ведь слышал об этой системе? На всем Северном Да, Кавказе, да. вот, Да, и, всегда возможно, даже южными, на самых высоких местах строили башни, чтобы оповещать вдруг что, а вдруг какой-то, ну... Да, система раннего оповещения. Нет, эта система есть, но как она называлась, это достаточно сложный вопрос. Но да, она в первую очередь служила оповещению. И, скорее всего, из-за того, что, ну, главной целью такой системы служило оповещение раннее, наиболее логично звучит вариант Б – система раннего оповещения. Да. То есть вы уверены или воспользуетесь подсказкой? Я слушаю его, потому что он пока Но я могу больше ошибаться. информации предоставит. Да. Между А и Б, между этими двумя вариантами я метаюсь. Почему Не бы знаю, тогда мне не почему-то воспользоваться подсказкой 50 на Подсказкой? 50? 50 на 50. Ну, мы на 6-м опросе, когда, если не сейчас. Может, на 7-м? А возможно, вы не услышите 7-й. Тоже верно. Воспользуемся подсказкой. 50 Да, на 50 на 50. 50. 50 на 50. И у вас остается А и С. А и С. Ну, думаю, тут уже очевидно. Это С. Да. Это Ну, А. вариант А. Ответ А. Великая сигнальная система. Сторожевые поселения, замки и башни строились в горной части таким образом, чтобы имелась возможность контролировать все ключевые перевалы, дороги и горные тропы. Эти укрепления составляли единую систему сторожевых сооружений. Называлась она «Великая сигнальная система». Абсолютно верный ответ. Она сохранялась вплоть до начала XIX века, а во времена Кавказской войны многие башни, входящие в нее, были уничтожены. Мы, конечно, тупим. Ну, тебе дают название придумать. Ты такой, великая система. Да, очевидно. 7-й вопрос. Назовите самое маленькое селение в Чеченской республике. Арсой, Знаменское, Малый Шуани, Масихутар. Ну, точно не Знаменское. Знаменское Да. это достаточно Да. большое селение. Да. Малые Шуани. Я слышал это имя. Не думаю, Я не что... слышал. Нет, я не думаю, что я бы слышал о селе без контекста о его размере, если бы оно не было самым маленьким. Если бы оно было самым маленьким, извиняюсь. То есть, если я слышал о Малом Шуани в контексте обычного селения, то Мы скорее это не сейчас уже самое ответили. маленькое. Да. Насчет Масихутар и Арсуай. Арсуай. Ну, подсказку мы уже использовали, так что... нужно Используем. Но у думать. нас есть право на ошибку, да? Да. Масихутар. Любой хутор, я думаю, должен быть меньше, чем село. Нет, хутор это ведь в первую очередь как отдельное место, куда из селения уехал жить, разводить скот, там заниматься какой-то другой деятельностью сельскохозяйственной. Отдельный человек, отдельная семья. Может. Ну, у нас Но часто потом- бывает, что да, село, потом- город, там, может быть, село больше города, город меньше. Да, естественно. Поэтому И опираться хуторы на тоже это. разрастались. Там новые. Почему не Арсой? Но я метаюсь именно между вариантом А и Д. Но скорее склоняюсь к варианту Д. Не А знаю. как ты, Мне кажется, как ты думаешь? вариант А, но у меня каких-то доводов хороших нет, так что послушай тебя. Просто интуиция, да? Просто интуиция. А зачем так сказать. слушать? Ну, я Денис? могу и не слушать. Ну, Просто он так объяснил про хутор, что там, ну, я говорю. Да, хутора разрастались. Учитывая, что в основном я отвечал на предыдущий, может, здесь все-таки ты ответишь. Ну, почему, из чего исходит моя интуиция? Просто бывает часто, что тоже село может быть больше города. Мы логически думаем, что город там автоматически больше. Поэтому и тут может быть то же самое. Мы говорим потому о что территории. Я знаю про территорию говорим. Так что опираться чисто на название, ну, может быть, Арсы. Раз у нас 50 на 50, можно просто попробовать. Как ты сказал, я могу ответить. Да, У отвечаю. нас право на ошибку есть. Но я вас никак не ориентирую Давай на вообще ни на какой ответ. в том Давай на числе. цвифа. Можно? Да. Без ножниц сразу. Цуефа. Цуефа. Я победил, но все-таки выберу Арсо. Я доверяю товарищу. Окей, ответ А. Да. Да. Село Арсо Веденского района самое маленькое в Чеченской республике, согласно данным Чеченстата. Оно входит в состав Макожойского сельского поселения. Расстояние от Грозного составляет примерно 114 километров. Большая часть села находится на равнинной местности. Общая площадь составляет 1200 гектаров.
В Арсое находится 3 дома, но никто из них не проживает постоянно. То есть люди приезжают летом и остаются до поздней осени, в основном занимаясь пастбищным скотоводством. Амалар. Да. И 8-й вопрос. Кто возглавлял оргкомитет по восстановлению ЧССР? Мавлади Висаитов, Муслим Гайрбеков, Халид Ашаев, Абдурахман Автарханов. Из этих 4 имен мне знакомы только 2. Халид Ашаев — это писатель. Вряд ли он возглавлял комитет по восстановлению ЧССР. Абдурахман Автарханов также писатель, причем антисоветский писатель. Ему бы точно не доверили восстановление ЧССР, я в этом уверен. Насчет Он первого... еще там в целом уехал в Германию. Да, уехал в Поэтому Германию. Было бы сложно такая оттуда подсказка, восстанавливать в общем. СССР. Муслим Гайрбеков и Мавлади Висаитов. Знакомая фамилия. Да, и Гайрбеков. Гайрбеков, да, тоже. Но Гайрбеков знакомая в контексте университета. Насчет Висаитова, что думаешь по Висаитову? Ну, у меня опять же одна интуиция, почему-то кажется, что Ну, потому что фамилия будто бросается, где-то я слышал что-то связанное Именно. с Исаитовым. Если он возглавлял оргкомитет по восстановлению ЧССР, то это имя скорее должно было остаться в истории, остаться в некоторых, возможно, названиях улиц, памятников, районов. Район, да, Висаитовский район. Может он? Может быть, кстати. Вариант Вариант. Это просто гадание или вы уверены? Это уверен. гадание, Гадание. естественно. Тогда почему бы вам не воспользоваться правом на ошибку, Право на ошибку. чтобы услышать 9-й вопрос? Ты хочешь услышать 9-й вопрос? Я бы хотел услышать и 10-й. У меня И там 10-й. лежат, Ой. Да, может, воспользуемся правом на ошибку. Если мы отвечаем верно, воспользоваться правом, все равно Да, подсказка подсказка сгорает. карает. Ну, думаю, воспользуемся. Лучше дойти до 9-го, чем проиграть на 8-м, я думаю. Давай воспользуемся. Да, мы пользуемся правом на ошибку и выбираем вариант Висаитов. Мавлади давай. Висаитов. Ответ А. Да. Председателем Организационного комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по восстановлению Чечено-Ингушской АСР являлся Муслим Гайрбеков. Это неверный ответ, но благодаря подсказке вы идете дальше. Yes. И вот именно тогда надо было обеспечить работой и жильем 330 тысяч человек, восстанавливать экономику, культуру, социальную сферу, и фактически заново воссоздавать республику. Всем этим занимался Муслим Гайрбеков. Он занимал эту должность чуть больше года. После он был председателем Совета министров Чечено-Ингушской АСР и оставался на этой должности до самой своей смерти 1971 года. И 9-й вопрос. Бывает. Кто и когда из числа чеченцев впервые написал о своем народе на русском языке? Ибрагим Бек Саракаев в 1867 году, Умалат Лаудаев в 1872 году, Халид Ашаев в 1889 году, Арцу Чермоев в 1896 году. Халид Ашаев в 1989 году, если и жил, то был скорее слишком молод, чтобы писать на русском о чеченском народе, я думаю. Насчет Ибрагимбека Саракаева, это же вообще поздний поэт, разве нет? Думаю, скорее поздний поэт, чем тот, кто жил в 1967 году. Метаюсь между Умалатом Лаудиевым и Арцу Чермоевым. Первого я не знаю. Арцу Чермоев был сыном, как звали его отца, не помню, но он был вроде нефтяным магнатом, был очень богатый человек. Он пользовался уважением со стороны российской администрации, был в тесном контакте с ними и, скорее всего, владел русским языком и владел письмом русским, что тоже немаловажно. И так как этот человек был из числа интеллигенции чеченской тогдашней, возможно, просто я не слышал об Умалате Лаудаеве и не могу утверждать, что это был именно первый. А вот насчет второго я могу утверждать, что он писал о чеченцах. Либо Б, либо Д. Б, Т. У нас ничего не... Ну, мы знаем только одного из них. Что Арцу там мог знать Да, русский что язык. Арцу, он знал русский язык. Он знал русский. Но писал ли он о чеченцах и был ли он первым? Может, и было.
Мы и так должны идти в ва-банк на этом вопросе. Идем? Всё. Д. Арцу Черморов. Ответ «Д» — это окончательный ответ? Да, Да. это окончательный ответ. Ответ принят. Умар Плавдаев, офицер армии Российской империи, первый чеченец, осветивший исследования на русском языке проблемы истории и этнографии чеченского народа. Известен публикацией своей единственной рукописи в сборнике сведений о кавказских горцах в 1872 году. Эта рукопись была опубликована частично. Проиграли. Ну, я бы не сказал. Прекрасный результат дойти до 9-го вопроса. Спасибо. Да, мне понравилось. Особенно... Хороший вопрос. Много чего узнали. Да, и Как вопросы, минимум. самое главное, не такие простые, на которые можно ответить спустя 1 секунду раздумий. Можно много рассуждать, как мы, впрочем, и делали. Но видно, что нас там ловили между двумя, и мы ошибались прям, что обиднее всего, у порога победы. Да, Это, нет, если это. бы оставили 50 на 50, тогда мы бы проиграли еще на 7-м вопросе, то есть Да. нормально. Дени, Тамерлан, я рад, что вы приняли приглашение, пришли. Горд, что вы дошли до 9-го вопроса. Это на самом деле отличный результат дала автобойлщина для объекта. Спасибо. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудити», и я ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адюкёйл Машойл.